российского детского творчества. Сегодня в режиме онлайн присутствуют почетные гости. Депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, председатель правления региональной общественной организации Союза писателей Республики Башкортостан Заки Арсланович Алибаев. Заки Арсланович с нами сейчас на видеосвязи. Директор муниципального бюджетного учреждения централизованной системы детских библиотек городского округа города Уфа Республики Башкортостан Альфия Зелимхановна Юнусова. Альфия Зелимхановна тоже с нами на связи. Итак, ребята, давайте знакомые книжки откроем и снова пойдем от страницы к странице. Всегда ведь приятно с любимым героем опять повстречаться, сильнее подружиться. Участники конкурса представляли свои работы по 3 номинациям, и одна из наиболее интеллектуальных номинаций называлась «Хорошие книги. Друзья навсегда». На конкурсе были... У меня все нормально. На конкурс были представлены сочинения, эссе, рассказы в стихах или прозе. О любимых книгах, оказавших влияние на формирование вашего мировоззрения, воображения, мышления. Качество ваших работ не единожды приятно удивляло наше профессиональное жюри в плане выбора победителя, потому что каждое небольшое художественное произведение поражало своей самобытностью и оригинальностью. В этой номинации было представлено 29 работ. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, постоянно нам надо будет контролировать техническую часть нашего мероприятия. На экране у вас переключаются слайды. Сейчас мы перезапустим, хорошо? Итак, продолжаем. Сейчас вам все видно, да? Итак, у нас в этой номинации представлено 29 работ. Номинация «Хорошие книги. Друзья навсегда». И для приветственного слова и поздравления победителей конкурса в этой номинации приглашается депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, председатель правления региональной общественной организации Союза писателей Республики Башкортостан Заки Арсланович Алибаев. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие коллеги. Я с удовольствием принимаю каждый год, практически каждый год именно в этом конкурсе любимые книжечки девчонок и мальчишек. Насколько это интересный конкурс, у нас несколько вот таких литературных конкурсов проходят в региональном уровне, в республиканском уровне. Дети везде читают интересные такие книги. Мы проводим вместе с Союзом писателей презентации новых книг. Это очень интересный конкурс, потому что для специализированная библиотека, она работает именно с такими людьми, которые каждый раз не могут читать. И в этом очень большая роль сыграет наша библиотека, наша уфимская библиотека для слепых. Сегодня дети вот такие конкурсы проводили, республиканский конкурс проводил вместе с Давлекановским районом, и они выпустили книги детей до 15 лет в 2
на двух языках, это на башкирском и на русском. Стихи детей переводили профессиональные переводчики, не только уфимские, но и московские. Вот такие работы постоянно у нас проводятся совместно с журналом «Акбузат». Вы знаете, у нас в республике издается детский журнал «Акбузат» на башкирском языке. Вот вместе, Союз писателей вместе с «Акбузатом» проводит вот такие интересные конкурсы. Заки Арсланович. Коллеги, у кого микрофоны не отключены, отключите, пожалуйста, микрофоны. Заки Арсланович, вы пропали. Классика, и в дальнейшем будет. Мы обязательно будем встречать не только на этих площадках, на других площадках, где вы сами будете творить, писать не только обычные стихи для детей, но и для взрослых, интересные произведения. Вы хорошо знаете, наверное, у нас отучилась Алина Ахмедшина. Родом она из Чекмагушевского района. Она пишет для взрослых сейчас стихи. Она девушка слепая, отучилась в БГПУ имени Мифтахиддина Акбуллы и готовит свою новую книгу. Так что за вами будущее. Мы обязательно будем именно встречаться на других площадках в творческих конкурсах. Я всех вас поздравляю. Аллах берега. Все будет успешно, и мы обязательно увидим и ваши книги, и ваши творения на наших площадках, в библиотеках. Спасибо большое. Спасибо большое, Заки Арсланович. Очень приятно от вас слышать такие бодрые слова, слова поддержки. И, конечно же, это очень весомо для наших участников. Итак, давайте начнем церемонию награждения. Если бы мы были офлайн, конечно же, Заки Арсланович каждому пожал бы руку, сам бы вручил подарки, дипломы. А сейчас вот в режиме онлайн мы будем демонстрировать вам слайд с именем победителя и, конечно же, его диплом. Итак, победитель нашего конкурса Баянова Азалия, Краснокамский район. Минина Виктория, Флоренский район. Арбузова Варвара, город Салават. Нам очень приятно поздравить вас, дорогие ребята, Азалия, Виктория, Варвара. Мы вам отправим наши дипломы, вы их обязательно вложите в свое портфолио. Вместе с дипломами вы получите ценные призы. Давайте поздравим вас. Вы видите сейчас на экране самые лучшие работы, скриншоты ваших работ. Спасибо вам большое за участие. А теперь мы представим вам концертный номер в исполнении хора «Веселые нотки», учащиеся Уфимской коррекционной школы-интерната номер 28, песня «Башкортостан». Руководитель Шпаты Галина Владимировна, аккомпаниатор, преподаватель музыкальной школы номер 1 имени Наримана Сабитова Юлдашев Ильгиз Гилязетдинович. Хор «Веселые нотки». Они нам исполнят патриотическую песню «Башкортостан». Ваши аплодисменты.
Итак, продолжим нашу церемонию. Спасибо большое концертному номеру, хору «Веселые нотки». Следующая наша номинация «Золотая книжная полка». Выбирают дети. Здесь у нас представлены буктрейлеры, видеоролики. Мне книги открывают целый мир. За шагом шаг иду от слова к слову. На севере могу я побывать, и в тропиках, там, где растут бананы. Какая радость открывать, читать рассказы, сказки, повести, романы. В следующей номинации «Золотая книжная полка» выбирают дети. На конкурс были представлены мультимедийные продукты. Это буктрейлеры, небольшие видеоролики, рассказывающие в произвольной художественной форме о книгах, о книге, составляющие, на ваш взгляд, золотой фонд детской литературы. Презентации в различных форматах по теме конкурса. Буктрейлеры и презентации создавались по любимым детским книгам. В этой номинации представлено 39 презентаций и видео и самое большое количество работ. Наверное, сказывается развитие информационных технологий и дистанционное обучение. Мультимедийные работы год от года становятся лучше. Для поздравления победителей конкурса в номинации «Золотая книжная полка» выбирают дети. Приглашается директор муниципального бюджетного учреждения централизованной системы детских библиотек городского округа города Уфа, Республики Башкортостан Альфия Зелимхановна Юнусова. Альфия Спасибо большое. Вам слово. Спасибо, слышно, да? Добрый день, дорогие ребята, уважаемые взрослые, участники республиканского творческого конкурса «Любимые книжки девчонок и мальчишек», организованный Министерством культуры Республики Башкортостан. Но и в первых словах хочу особую благодарность выразить именно тем организаторам, которые все это до вас довели, которые всю работу, ту, которую не видно, осталась за кадром, это, конечно же, нашей любимой республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарама Тухватшина. Айгуль Рафаэловна, в вашем лице хочу поблагодарить весь ваш творческий дружный коллектив, который на протяжении уже стольки лет, уже не знаю, очень-очень-очень много, проводите вот такие конкурсы. И надо сказать, что этот конкурс с каждым годом, вот вроде бы одно и то же, да, а все равно с каждым годом мы видим, что все больше и больше детей принимает участие в этом конкурсе. Значит, он им интересен. А почему он им интересен? Потому что вы так задание для них и готовите, что никого не оставляет равнодушным. Все хотят высказаться, все хотят принять участие. В этом году были такие интересные номинации, да, и вот та номинация, которая вот сейчас золотая книжная полка выбирают дети, она очень по количеству участников было много ребят, но и работы были удивительные. Работы были настолько удивительные, и невозможно было оторваться, пока вот все не пересмотрела, настолько, ну, молодцы. И именно как они воспринимают книги, какие они замечательные книжки читают. И все-таки видим, что очень много детей, которые принимают участие из года в год. И вот по этим работам видно, что они взрослеют, они становятся мудрее, они становятся, творчество у них тоже, они подходят уже к работам по-другому, и видно их вот рост. Поэтому огромное спасибо вам, как организаторам, огромное спасибо ребятам, которые... у которых есть возможность себя проявить, себя показать, себя познакомить и раскрыться. Поэтому я говорю огромное спасибо всем вам. Ребята, я желаю вам творческих успехов. Я желаю вам, чтобы вы из года в год все больше и больше принимали участие в таких творческих конкурсах, потому что эти конкурсы, они во благо вам. И то, что вы читаете такие замечательные книжки, это очень здорово, очень-очень, потому что скажи, кто твой друг, а у вас, друзья, это книги, вот, поэтому вы замечательные люди. Я желаю вам творческих успехов, здоровья, и чтобы всегда
с вами по жизни шагала хорошая, добрая книга. Огромное Спасибо. спасибо, Альфия Зелимхановна, за теплые слова, за то, что подчеркнули весомый вклад организаторов. Конечно, Конечно. около каждого ребенка стоит такой невидимый тыл, который помогает, говорит ему об этом конкурсе. И спасибо большое, вы сами большие молодцы, большие трудяги, и поэтому прекрасно знаете, какой труд Мы вкладывается знаем, в чего каждого это стоит, ребенка. да. Да, Альфия Зелимхановна, вы наши надежные партнеры. Спасибо вам большое за то, что прям очень внимательно, щепетильно просмотрели каждую работу и дали реальную оценку работам. И мы смогли определить победителей. Итак, ребята, перейдем к победителям. Так, я буду называть телефон. Альфия Зелимхановна, у нас на слайде все говорят. Ну, Наш победитель Калифова Фидель, район. можно я скажу, да, вот про работу конечно. Гужель? Я вот могу автоматически фанфарой. Давайте мы всех наградим. Давайте мы ее поздравим. Давайте мы ее поздравим. Аюбаев, Аубаев, Иркутский район, его диплом. Тоже поздравляем. Хаир Искандер, Иркутский район, его диплом. Молодцы. А можно я вот скажу по работам, да? Да, Альфия Зелимхановна, просто у нас в презентации сразу идет самая лучшая работа Искандера. Давайте посмотрим, ребятам покажем. Давайте. И дадим вам слово. Искандер. Хватит читать, пора спать. Я не дочитал, я хочу узнать, что там дальше. Завтра дочитаешь, уже поздно. Как бы я хотел оказаться в книге. Там так много чудес и приключений. Все начинается с того, что девочка Элли и ее собачка Татошка, которые находились в своем фургоне, попали в страшный ураган, наколдованный злой волшебницей Гингемой. Смерч поднял их и перенес в волшебную страну. Здесь Элли узнает, что вернуться домой ей поможет могущественный Гудвин, правитель изумрудного города. И только в том случае, если она поможет 3 существам добиться исполнения их самых заветных желаний. Татошка, который заговорил, приносит Элли серебряные туфельки Гингемы, и они отправляются в изумрудный город. По пути в изумрудный город бесстрашная Элли повстречала верных друзей. Чучело Страшила, живое пугало. Его мечта состоит в том, чтобы стать умным, а для этого ему необходимы мозги. Железный дровосек, который больше всего на свете мечтает о настоящем живом сердце. Лев, но это не обычный лев, он боится всего на свете и мечтает лишь об одном – о смелости. Друзья вместе преодолевали неблизкий путь в изумрудный город. По дороге их поджидают самые невероятные приключения, и они не раз приходили друг другу на помощь. Позади был страшный людоед, едва не отобедавший маленькой Элли. Опасное путешествие по реке. Битва с саблезубыми тиграми. В пути странники попали на маковое поле со смертельным усыпляющим ароматом, в котором Элли и ее песик заснули, так что чучелу и дровосеку пришлось их переносить на руках. Друзья добрались до изумрудного города, но там их поджидают новые испытания. Что же дальше будет?
Ну, просто замечательная работа. Альфия Зелимхановна, вам слово. Я хотела просто, да, добавить, что работы мне очень понравились, и вот хотела бы, знаете, своим коллегам, библиотекарям, да, в качестве вот примера, чтобы они обязательно посмотрели буктрейлер Талиповой Гузель про сказку «Колобок». Вот именно это вот тот буктрейлер, как нужно пропагандировать сказки, книги. Настолько интересно, видимо, кто-то помог, потому что, очень профессионально сделано, очень динамично и интригующе. Просто вот мне очень понравилась эта работа. Молодцы, просто молодцы. Вот я готова учиться у них, как это делать, и советую своим коллегам. Спасибо большое. Да, Альфия Зелимхановна, ваши слова «я готова учиться», конечно, очень дорогого стоят. Мы обязательно сделаем в Яндекс.Диске. Да, кстати, к слову сказать, я просто немножко подзабыла, у нас на сайте уже все работы выставлены в разделе «Конкурсы». Пожалуйста, обязательно зайдите brsbs.ru, раздел «Конкурсы», и вот именно этот конкурс по 3 номинациям уже все работы выставлены. Прямо сейчас даже можете их посмотреть. Это будет вам огромным опытом, чтобы научиться, в каком направлении двигаться дальше, а какие ошибки не повторять, а какие взять себе в работу направления. Поэтому обязательно посмотрите, хорошо? А мы сейчас продолжим. Победителей этой номинации концертным номером поздравит Падалко Алексей песней «Первым делом самолеты». Мы друзья, перелетные птицы, только быт наш одним не хорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Нежный образ в душе ты голубишь, хочешь сердце навеки отдать. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, а на завтра приказ улетать. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Чтоб с тоскою в пути не встречаться, вспоминая про ласковый взгляд, мы решили, друзья, не влюбляться даже в самых красивых девчат. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Замечательный концертный номер. Спасибо Алексею Падалко. Это учащийся нашей Уфимской коррекционной школы-интерната номер 28. А мы продолжим церемонию награждения. Следующая наша номинация «В стране чудес». Здесь у нас представлены тактильные рукодельные книги. Обычно от вас это держат в секрете, а я не скрываю, товарищи дети. Хочу, чтобы вы, дорогие читатели, даром за чтением время не тратили.
Хочу, признаюсь откровенно и честно, чтоб книжку вам было читать интересно, говорит Борис Заходер. В следующей номинации «В стране чудес» были представлены тактильные рукодельные книги по теме конкурса с использованием любимой детской книги. Тактильные книги, представленные на конкурс, отвечают основным требованиям безопасности и требованиям по оформлению и изготовлению тактильной иллюстрации. Участники конкурса могли воспользоваться рекомендациями по изготовлению тактильных рукодельных книг также на нашем сайте библиотеки brsbs.ru. В этой номинации представлена 21 рукодельная книга. Тактильные рукодельные книги, которые можно рассматривать руками, очень важны для незрячих людей и помогают почувствовать смысл произведений, проникнуть в глубину написанного. Разрешите мне от имени нашей библиотеки, от имени всех организаторов, от имени Министерства культуры наградить участников данной номинации и выделить победителей. Наш победитель – это Сальников Алексей, город Уфа. Следующая у нас групповая работа и награда Егорова Маргарита, Ангирдер Эдвард, Хайрушина Елена, Савельева Елизавета, Абдулгеев Арсений. Дипломные работы. Все вам приходите. Ахмадулина Алина, Шляпкин Сергей из города Уфа также являются нашими дипломами. На вашем экране вы видите, какие тактильные книги были представлены на конкурс, фото всех номинаций. И по условиям нашего конкурса в каждом районе должен был пройти муниципальный конкурс на базе детских библиотек. И библиотекари очень много сделали для того, чтобы наш праздник сегодня состоялся. Если посмотреть каждую работу, прямо чувствуется, что есть библиотечная составляющая, библиографическая составляющая, что наши библиотекари курировали ребят. Это они помогали ребятам в оформлении и пересылке материала в нашу библиотеку. Это они сегодня смогли организовать присутствие ребят на нашем онлайн-мероприятии. И было бы несправедливо, если бы мы о них не сказали слова благодарности. Большое спасибо руководителям различных творческих объединений, педагогам, которые помогали ребятам. И, конечно же, хочется им тоже поаплодировать. Слова благодарности хочется также сказать и в адрес членов жюри, которые кропотливо в течение нескольких дней оценивали работу участников конкурса. И, конечно же, нашим почетным гостям большое спасибо. Сейчас еще раз представим вашему вниманию концертный номер. Падалко Алексей споет нам, сейчас я включу его концертный номер, песню «Позвони». Мне вчера сказала, что позвонишь сегодня, но не назвав мне часа, сказала только жди. И вот с утра волнуясь, я жду телефона, и беспокойно сердце стучит в моей груди. Быть может, ты забыла мой номер телефона, быть может,
может, ты смеешься над верностью моей, но я не понимаю, зачем ты так сердита. Ну перестань смеяться и позвони скорей. Но я не понимаю, зачем ты так сердита. Ну перестань смеяться и позвони скорей. Вчера ты так спешила, когда мы расставались, что на прощание слова я не успел сказать. Ты только обещала, что позвонишь сегодня, и я готов годами у телефона ждать. Быть может, ты забыла мой номер телефона, быть может, ты смеешься над верностью моей, но я не понимаю, зачем ты так сердита. Ну перестань смеяться и позвони скорей. Но я не понимаю, зачем ты так сердита. Ну перестань смеяться и позвони скорей. И позвони скорей. И позвони скорей. Спасибо большое нашему Алексею. Очень талантливый мальчик, который так талантливо поет именно наши хиты. Спасибо большое, он украсил наш праздник. Торжественная церемония подведения итогов республиканского конкурса «Любимые книжки девчонок и мальчишек» завершается. Но мы с вами не прощаемся. Мы верим, что ровно через год в нашем уже зале, в офлайн формате, нам откроются имена новых звездочек, верящих в себя. Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича Туфатшина в 2022 году объявляет республиканский творческий конкурс среди детей-инвалидов «Эпоха славных дел Петра», который будет посвящен к 350-летию со дня рождения Петра I. Дорогие ребята, ждем от вас новых творческих идей. Мы желаем всем вам здоровья, творческих успехов, радости, удачи. До новых встреч. Всем спасибо. До свидания. Ладно, нажимай. Сейчас поднажимаешь куда-то.